Будущих абитуриентов принимают на всех факультетах, из первых уст рассказывают, чего школьникам ждать от студенческой жизни. За каждой дверью интересный мастер-класс, знакомящий с профессией. В этом симуляционном кабинете студенты-медики учат оказывать первую помощь и накладывать жгуты и повязки. На 2 пальца выше мечевидного отростка 3 и 4 межреберья слева мы скрещиваем пальцы в замок. Не сгибая локти, мы начинаем делать массаж сердца. 30 нажатий и 2 вдоха. А тут уже воссоздали кабинет стоматолога со всем оборудованием и расходным материалом. Школьники смогли прикоснуться к профессии. Я окончила на данный момент 9 класс и дальше иду в 11-й. Мою будущую профессию я выбирала, хотела стать стоматологом. И сегодня я уже на мастер-классе удостоверилась в этом. Мне очень нравится то, как лечат зубы, нравится весь процесс. Мы сегодня ставили пломбу, лечили нервы. У нас в колледже есть направление стоматология профилактическая, где мы обучаем студентов делать профессиональные чистки зубов, отбеливание зубов. И в будущем, после окончания колледжа, наши студенты получают диплом государственного образца, и они становятся стоматологами-гигиенистами. То есть они могут сами работать стоматологами, так и могут ассистировать стоматологам. И после окончания нашего колледжа студенты могут поступить в высшее учебное заведение без сдачи ЕГЭ на основе именно вступительных экзаменов. Определиться с профессией – дело вовсе не из легких. Выпускникам школ важно увидеть все преимущества, которые может предложить учебное заведение, оценить серьезность подхода к образовательному процессу и дальнейшие возможности личного развития. Я приехала с 5-й школы Троицкая на фестиваль в этот колледж. Мне очень здесь понравилось, преподаватели очень хорошо объясняли. Преподаватели – это практикующие специалисты в сфере информационных систем и программирования, правоохранительной деятельности, профилактической стоматологии, а также педагогики дошкольного образования. Организаторы мероприятия постарались сделать все, чтобы заинтересовать абитуриентов учебой в СУЗе. Ежегодный фестиваль профессий проходит уже в юбилейный 5-й раз. С разных школ республики дети, больше 200 человек здесь сегодня собралось, поэтому в этот праздничный день, я думаю, дети получат эмоции, развитие, знания, знакомства. И это потенциальные абитуриенты. Я думаю, многие захотят поступить именно в наш колледж. Этот фестиваль профессий колледж организовал совместно с Ассоциацией ремесленников региона. Примерить на себя роль заправского ювелира или художника, встретиться с ведущими ингушскими умельцами. На территории ярмарки множество тематических площадок, где бывалые ремесленники делятся своими знаниями. Девушек больше привлекло гончарное ремесло, где учат делать различную утварь. Первый – центровка, потом определение глубины изделия и ширины изделия. Теперь нам нужно поднять стенки. Смотрим, сколько у нас тут глины, сколько хватит. Примерно вот так вот высоты мы сделаем. Так ставим вот так вот внутри руки на стенку, справа обхватываем вот так и параллельно ведем вверх. Работаем с правой стороны всегда. Каждый желающий может научиться. Главное не просто завлечь, а найти единомышленников. Я думала, это будет легче. Это было сложно. Там нужно и давить, прижимать. Там сила нужна, оказывается. Я думала, она крутится, и там сам делаешь, что-то делаешь. А там сложнее оказалось. Отыскать что-нибудь эдакое или просто часами гулять, изучая плоды труда мастеров, сегодня могут все желающие. Вход свободный. Я учу девочек писать свое имя на арабском языке, арабской вязью. Мы ставим кисть диагонально, вот, и нужно легким движением руки вот так вот, скользя по бумаге. Но вообще это можно самому даже придумать, потому что это вообще свободно. Сегодня школьники смогли совместить приятное с полезным и будущую профессию изучить, и хобби найти. А для того, чтобы выбрать учебное заведение, у них еще есть время. Тамара Хшагульгова, Молдгирь Ахильгов, Магаз 24.